Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет. Закрытые границы стали препятствием для многих таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что делать иностранным студентам, которые не могут поехать на учебу. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе всех новостях на нашем канале. Сразу же после того, как появилась информация об отчислении иностранных студентов из российских вузов, я могу заверить всех, что никаких массовых отчислений студентов из иностранных студентов из российских вузов нет. Минобрнауки Таджикистана в тесном сотрудничестве с посольством России делают все возможное для оперативного решения накопившихся вопросов, связанных с отправкой первокурсников, магистрантов, ординаторов в вузы России, и тем самым для разрешения этой непростой ситуации. В частности, глава Минобразования предложил студентам временно проходить обучение в местных вузах до стабилизации обстановки. Министр также сообщил о намерении посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова обратиться с соответствующим письмом в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и во все российские вузы, которые ждут студентов из Таджикистана. Также министр науки и высшего образования России выдвинул несколько вариантов для иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ. Иностранные студенты, которые не могут вернуться в Россию из-за пандемии, могут взять академ-отпуск, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Министр отметил, что если специальности и направления, по которым в принципе дистанционное образование исключено, и они требуют личного присутствия в этих ситуациях, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если совсем нет возможности обучаться, уйти в академ-отпуск, либо дополнительное занятие после того, как будет очное присутствие здесь, уточнил Фальков. Как вы относитесь к таким заявлениям министра и предложениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Глава Минобразования России также добавил, что наиболее частая причина невозможности получения дистанционного образования для таджиков – слабый или дорогой интернет, отключение света. Студенты зачастую из таких стран, где даже, как вот сегодня было озвучено, больше часа находиться в интернете, это влечет за собой большие издержки, либо сопряжено с тем, что надо переезжать из далекой деревни в столицу и снимать квартиру и так далее. Вот такие ситуации, их достаточно много, и каждая из них индивидуальна. Фальков отметил, что Министерство науки и высшего образования России внимательно изучает все случаи со студентами, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса, и что в каждой ситуации будет приниматься индивидуальное решение. А тем студентам, которые пришли уведомления об отчислении из-за неявки в вузы, просят не паниковать, опровергая это в своих же вузах, только высшего руководства, или же обращаться в Министерство образования России и к соответствующим лицам Минобразования России. Министерство науки и высшего образования работает горячая линия. Они обещают, что каждый студент из-за пандемии коронавируса не потеряет свое место в университетах. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.